Два узора дружбы. Шестой класс всегда был дружным, как крепкий узел. Но в начале учебного года пришла Арина. Она была тихой, любила сидеть в самом дальнем углу и читать толстые книги, пока одноклассницы громко обсуждали новый сериал. Однажды, на перемене, когда Арина, как обычно, читала о приключениях на далекой планете, Злата подошла и села на соседний стул. Арина вздрогнула и прикрыла страницу рукой. «Что читаешь?» «Про драконов?» — спросила Злата, наклоняя голову. Арина покачала головой и тихо прошептала название. «Хроники Этерии?» «Звучит круто», — Злата хлопнула себя по колену. «А я вот рисую драконов. Хочешь посмотреть?» Злата объяснила: «Я не умею писать такие длинные истории, как в книгах. Зато я умею показывать их. Моя картинка — это одна большая глава без словарей. А что там дальше в твоей книге? Нарисуй мне сцену». Арина смутилась. Она любила представлять себе эти миры, но никогда не рисовала. Карандаш в ее руке был непривычно тяжелым. Она нарисовала кривую башню и маленькое, похожее на одуванчик, существо. С этого дня Арина и Злата стали командой. Арина рассказывала Злате новые главы из своих книг, а Злата тут же воплощала их в виде ярких, живых картинок. Они поняли, что дружба — это не одинаковость, а два совершенно разных узора, которые вместе создают прекрасное полотно.